всероссийского конкурса Республиканским союзом кооперативов граждан Чувашии объявили конкурс стихов, посвященный любви. Любви не только в привычном для нас понимании. Сорокина Александра. Сорокина Александровна. Борисовна будет? Все, видимо, Прохорова Людмила. Это Прохорова, да? Да. Вроде. Хорошо. Мария, вы видите, что это? Куславка районының жителіміз әлімден, школдармен деген болса шледі күштамышқа сілге, савазым күшіне бұсылар, күшіне чывашла келеші, персовене итлесовых возмешен. Сади, позволь любить тебя на расстоянии. Позволь любить тебя на расстоянии. И стоя у окна, задумчиво мечтать. Позволь через года, через столетия, на крылья счастья от любви взлетать. Позволь в глаза твои смотреть без покаяния и душу полное молчание покорять. Без пульса и без ропота сознания слова забытые сквозь годы повторять. Позволь к тебе прижаться на прощание, губам романс любви тебе шептать. Позволь через года словам прощения твое израненное сердце исцелять. Спасибо большое. Так, хватит наш номер Петрова Ирина. Номер Петрова Ирина. Ирина там, да? Пожалуйста, Ирина, на сцену. Сергей Есенин. Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое лицо бросали. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в солнечке людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпленная смелым ездоком. Но не знали вы, что я в сплошном дыму, в развраченном буребытии, вставая, мучаюсь, что не пойму, куда несет нас срок событий. Тогда и я под дикий шум, но смело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтобы, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, ибо я мучил вас, у вас была тоска в глазах устала, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но не знали вы, что я в сплошном дыму, в развраченном буребытии, вставая, мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Спасибо. Браво.
Оксана Семенова, да? Семенова Оксана, 5 номер. Щукка Булас. Она, этот волонтер подойдет попозже. Ну хорошо. Никитина Марина. Никитина Марина, улттымыш номер. 6 номер. Или Никитина Мария Трофимовна, Семедряевича, Ярбутском Ялинчине. Школа дачная. Подождите, Жулька, школа дачная. Чувашия литературный, Харьков, Читанова. Я бы хотела, Юрадова, я у нас прямо в Гундарине, где я хочу сюда возанда. Манин Соваяже, Иркни Юрадова. Подберные Юрадна, Анджахулин Гиме. Солдатные зебрины, Калазанче, Менжине. Калазанче сам на дозан. Менжин Кайран Вилзар. Менжин Чиеп Юрайман. Пригодим честь она. Сам же не бытун схлада. Сам я буду кумась сасран. Шаваки букулян мастер. Может, ман юрадон. Кой гыргает ман может. Аджамзин, он чипизин. Чипизин хайбисе гайна, кой гыргает явинжи. Тогда все. Щитчемеш номер Афанасьева Нина. Седьмой номер Афанасьева Нина. Апура, это же. Да. Подготовьте красного Людмиле. Спасибо за подсказку. Нина Афанева, Тетичинещи, Эбиш, Мария Районичи, Эскидень, Яничи, Шуралдаисти. Совая Тетинееве. Ачаланах, Шарчалама Пушлана, Уишути Немана, Чеваш литературе бег, тогда Чельхибеч, Брендеген, Егорова Альбина Петровна Драхна. Шарамбада Ебелана, Ила Сыла, Телезунада, Аливара, Хаман Савумба, Терасовибе, Палашпарада. А тебе Анине, Тал Девар Эмерде, Вичевал Ватхере, Парнелене, Шуттинже. Уранные бельгельге, Уре Вунашин Карле, Асальме, Атте Анне, Таташичи Шабарлан. Шамран Чухне пить хитре, Пул на перед Асальме. Сара Шишве Калакуш, Илертне Унсан Битне, Эбехыр Надежина, Пить Юратна Булмана, Кашни Юна, Ирдалса, Юмахладже Саманса. Атте Вара, тракторист, Эмер Курча учинче, Тырышны чундан вардан, Кулна балдырек сенче. Терлеш сенче, Манын анне ишлезе, Фермарада, стройкара, бригадара кайрандада, Хали иккештевізен. Хали иккештевізен, Тивешле канзенче, Азайзе шамракылыға, Куплеше ертнезем шинжей. Краснова. Подготовиться Акимовой. Василина, да. Хальдугать Сакармаш номер. Здравствуйте, меня зовут Краснова Людмила Викторовна. Я хочу вам прочитать стихотворение, которое называется «Иди вперед». Иди вперед, когда уже нет сил. Иди вперед, когда не видишь цели. Иди вперед, когда и свет не мил. Иди вперед, полшага, еле-еле. Не стой на месте, двигайся вперед. Поверь, что это лучшее решение. Ты все пройдешь, огонь, морозы, лед, и обретешь желанное спасение. Спасибо. Так.
Выходит Акимова, 9 номер, подготовится Новоселовой, 10 номер. Вы поменялись. Выходит, готовится Одинцова, да? Хорошо. Добрый вечер, меня зовут Акимова Василина Олеговна, мне 16 лет. Сейчас я вам расскажу стихотворение, которое я сочинила за 10-15 минут. Мы встретились глазами, встретились душой, встретились сердцами, но у меня загорелась искра. Когда впервые увидела тебя, ты прошел мимо меня, как будто я тебе вообще не нужна. В душе слепились слезы и много-много грез. Есть и обиды, и вранье. Первая встреча была не нужна. Зачем ты улыбнулся, Фальша? Зачем я посмотрела на тебя? Зачем я вообще пришла туда? Ты заговорил со мной и сказал мне «Привет». Я взаимностью ответила тоже. Разговор был быстрый и короткий. Вскоре и я заговорила с тобой. Но разговор был тяжелым. Ты упрямо показался мне. Но я не понимала, что со мной происходит. Произошла искра между мной и тобой, но ты не почувствовал ее. Ты был холодным в душе человеком, но мне понравился ты. Хоть и мы знакомы недолго, но чувство такое, что я знаю тебя несколько лет. Пошел разговор недолгий, лишь взглядами пересекаться с тобой. Без слов, без чувств и без эмоций. Несколько минут я стояла с тобой, потом ты ушел от меня к друзьям, и я ушла от тебя. Я не знала, что происходит со мной. Был веселый день, общались мы с тобой не раз, но общались так, как будто я тебе уже не нужна. Вспомни, что ты писал мне вначале. Вспомни, как ты приятно говорил со мной. Вспомни, что было между нами. Вспомни, каким ты стал сейчас. Было много встреч, общались, гуляли, смеялись. Но ты перестал обращать внимание на меня. Да ты всегда таким и был. Знаю, тебе сейчас тяжело, но это надо пережить. Знаю, что у тебя есть любовь, которую ты будешь любить вечно. Все это я знаю, но отпусти ты прошлое свое и будь настоящим и будущим своим. Ты тот человек, который нужен мне, тот человек, который подарен судьбой, тот человек, которого я буду любить, несмотря ни на что. Я не такой человек, которому нужны деньги, подарки, цветы и многое другое. Мне же быть с любимым, быть всегда и рядом. Говорить 3 громких слов «Я люблю тебя», обнимать тебя и целовать. Столько слез пролито мной, столько обид произошло у нас, столько ссор было у нас, столько раз мы виделись. Не смогу я без тебя сейчас, да и вообще без тебя не смогу. Ты мне нужен, очнись, ты хоть сейчас увидеть бы тебя опять. Но я знаю, что это не так, что ты любишь другую. Не могу я отпустить тебя, ведь в жизни никто мне не нужен. Пожалуйста, надежда, что будет все хорошо, молю я Бога всем сердцем. Я буду счастлива, если ты будешь со мной. Я буду счастлива, если ты будешь с другой. Жизнь, она такая жизнь, что в жизни все иначе, не так, как ты хочешь, а то, как получается. Отпусти прошлое, и я отпущу. Мы будем вместе, я обещаю. Но сейчас я тебя вообще не замечаю. И хочу поблагодарить своего дедушку, Прокопия Валерьяна Прокопьевича. Спасибо тебе за то, что ты мой дедушка, за то, что ты есть. Спасибо. Молодец. Так. Внимание, члены жюри. Сейчас выходит номер 20. Одинцова Мария Николаевна. Они договорились поменяться. А дальше подготовится Илларионовна и Зоя. Малая цебрга. Одинцова Мария, Сергей Есенин. Я оставила такие вещи. Я оставила такие. Еще не было. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Много женщин меня любила, да и сам я любил не одну. Нет, этого темная сила приучила меня к вину. Бесконечные, пьяные ночи, и в разгуле тоска мне не впервь. Не с того ли глаза мне точат, словно синие листья, червь. Не больна мне ничья измена, и не радует легкость побед. Тех волос золотое сено превращается в серый цвет. Превращается в пепел и воды, когда царит осенняя муть. Мне не жаль вас,
прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить бесцельно, и с улыбкой устранения лица по любви носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, как в смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне все по тем же законам умеряется бешеный пыл. Но я все же отношусь сейчас с поклоном к тем полям, что когда-то любил. В тех полях, где я вырос под кленом, где резвился на желтой траве, шли привет воробьям и воронам, и рыдающей ночь сове. Я кричу им небесной дали: птицы, милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает под Никитки тупасить рожь. Следующий номер будет Илларионова Зоя Васильевна и готовится Никифорова Мария Давыдовна. Рогаш Подарборния, уявный тебе. Зоя Илларионова, Шубашкар, Хулин. Константин Васильевич Иванов. Наспи, поэма «Суббота». Армбуна Бушамба, Килибор Сатарбе, Салман Гачалейсансан, Тадах Садкурби, Щугати, Андачи, Хайдингли, Пыран, Шаплаву Забецинди, Качевици, Ларан, Изермана, Юрата, Аджадон, Аджадисиши, Херечуне, Курма, Идасире Кельду, Идасире Янда, Вишничине Вишлазан, Еванса, Магарта, Аджадиси Херелев, Истелеси Истер Деукша, Судсанца, Юрада породитель, сам Яровлев, она турне, хач, и сечи траматей, перещуки, хотели один, варсабахе, они, щишли седерч, меньше маленького, ща, юношки домала, тумаруши, тишь, хайбунта, как лала, меньше шаплаха в херне, парзаятн кашкара, саншин шаубортулах, мен бурея укшара, и бяза корныши, ху айпла, и бемар, и Атиша, Аниша, Сидневи, Пиеля, Шаванчухни, Варади, Эля, Перле, Пулава, Авал, Херилей, Калати, Сиднер, Шитр, Игорь, Инхегер, Каляха, Херючня, Эдя, Пея, Тижда, Тиберхартураты, Шамаршака, Шеричейн, Азаплана, Хинады, Тусаганыш, Илханца, Аше, Амша, Ерне, Урамдах, Качеве, Шаптарат самахни, намасланца, херезе, хири ач, пыдач, синер амаш, ахлаца, сынечне,
Тавдабыш. Тавдабыш. Игивин диван билетне шулда литература шуне пала турамар. Шаван билет шит мельне шул шегиру явне пала турамар. Терле классинче видим церкол кошка излиет билериш. Ман дагидиан. А затем санугерчики больше. Анжахта херах шулга ялла палатун ашрегизи языгашке таварса помаш. А за ним кетре шельбулитре, тецилей мир. А за ним Козлова Мария Евдокимовна Хлалада, баржа шелесенчевал, табата ачине, тербелесе бударна, межелезе бізем, херле шакрачи вечерлин волна. Фохмагин карчака бударна, шаунбрех, а за тевильный ход неге вламагин он. Чуня, шагери, таран, хуян волна. Хаймашалды болинде, камгынан баче бурнманши, камгынан хүтліх курманши, азмини халалар. Урамра епхишу шрати, кандакран азани шалбахати. Тарима и кема бал яланши жатла. Топса мне не прийде вместе. Чего где читли, ти, больно символ где кедюни, а за ним 40 тавров на берег, кедюан грех. Их много суя, 40 тавров на поле, а слащу таврма, пусть его хаяр большая. А слышу кайначух, епхищу живача. Саныгин шагю, шагандакшки вардача. Изыгачана, палактун шри, тизи. Ючина, кирлям саныгирча. Таштагуна, палма, никамана. Халяманчуна, щумарщища жада. Халяманчуна, щумарщища зада. Вещи, а за ней смахни. Курмариш безем, а за ней кущуне. Туй мариш безем, а за ней хуйне. Урамра, епхищума. Шаббат. Кандакран, а за ним шаббат. Тавдабыш. Буникимеш номер Никифорова Мария. Хадр Ленит и кимеш номер Сорокина Александра. Готовится второй номер Сорокина Александра. Виктор Астафьев, от русскому огороду. Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд, и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтобы ногами попросту другую овощ не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство морковка. 2-3 гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов подальше, огурец и помидор не спутники в роду племени огородного. К лучинкам привязаны тощие-притощие дудочки с квёдом, аптечно пахнущими листьями. После прелы и сбиной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно порешали, что им делать, сопротивляться или помирать в этой простудной стороне. Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу
что и помидорные дудки не смело наряжались в кружево листьев, пробно зажигали одну другую бледную звездочку цветка, а вкусив радости цветения, помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, а после уж под огородный шумок да подземельный шепоток обвешивали щекастыми кругляками плодов. И ну дуреть, ну расти, аж посынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, а иначе-то обломится, рухнут ветви от тяжести. Под дубком свелась репка клубком. Все на нее тля какая-то нападает. Иной раз лохмотья одни остаются, да стерженьки, но она все равно растет. Выгуливает свое плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится, пока еще шибашит растрепана, но тужится завязаться тугим узлом капуста. Не будь голенаста, будь пузаста, наказывала бабка, высаживая квелую блеклую рассаду непременно в четверг, а чтобы черви не съели. У леса, спустившегося с гор и любопытно пялящегося через заднее прясло, темнела и кудрявилась плетями трушница картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело, в бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики. И огород был в пене цветов целые 2 недели. Но никто почему-то не замечал, как цветет картошка. Лишь бабка собрала решето картонного цвету для настоя от грыжи. Ведь люди ждут не чем она удивит, а что она уродит. Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо и не остановиться? Если уж по уму, да по совести и чести, спаситель наш огород. Тут и голову ломать незачем. В огороде том же самоглавнейший спаситель. Скромная, участью доли, схожей с русской женщиной, картошка. Так уж в жизни заведено. А труженика не праздничных нарядов и увеселений требует, а дел и добра. Его не славословит, не возносит, но когда обрушивается беда, на него уповают, ему кланяются и молят о спасении. В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Что ей скажете лучше этого растения? Хлеб? Да. Ну, почему же, отчего же мы, российские люди, ни раз, ни два спасенные картошкой, забыли про нее? Я снова речь о памятнике завожу. Пусть самые талантливые скульпторы придумают памятник, а те, кто умеет сочинять гимны, должен придумать самые торжественные слова, и самые голосистые певцы споют картошке гимн на всей широкой площади. Не знаю, кто как, но я бы плакала, слушая эту гимн. Молодец. Здорово. Целая поэма. Владимир Маяковский. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти полевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку. Просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожно, но спокойно, наружно, говорит кому-то: и теперь тебе ничего? Не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит,
Кто-то хочет, чтобы они были. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Так, Сорокина Александра, Хадрлинет Тихонов Анатолий. Вот, Сорокина второй номер. Тихонов есть, 13 номер. Вот вроде бы вычеркнуто. Есть Тихонов? Значит, Тихонова нет. Гусева Ксения, 14 номер готовится. Всем здравствуйте, меня зовут Сорокина Александра, мне 13 лет. В общем, я нашла это стихотворение буквально 30 минут назад, поэтому не судите строго. Все жены спят, не спит одна, едва дыша встает она, идет рукою торопливой, открыла дверь во тьме ночной, ступает легкою ногой, в дремоте чуткой и пугливой. Пред ней лежит и внук седой. Ах, сердце в нем неумолимо, обманчив сна его покой. Как дух она проходит мимо. Пред ней дверь, с недоумением ее дрожащая рука коснулась верного замка. Вошла, взирает с изумлением, и тайный страх в нее проник, лампады свет уединенный. О, бедной пленницы гарема, увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась грудь ее с тоской, невольно кланяется колени и молит. Жалься надо мной, не отвергай моих молений. Ее слова, движение стон, прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою молодую незнакомку зрит. В смятенье трепетной рукою ее подъемля говорит. Кто ты, одна, порой ночною? Зачем ты здесь? Я шла к тебе, спаси меня в моей судьбе. Одна надежда мне осталась, я долго счастьем наслаждалась. Была беспечный день от дня, и тень блаженства миновалась. Я гибну, выслушай меня. Спасибо. Спасибо. Значит, Гусева Ксения, 14 номер. Прокопьевой Дарья, 15 номер. Готовится. У меня отрывок из книги Светланы Алексеевич, называется «Да, у войны не женское лицо». Да, у войны не женское лицо. А вы скажите это тем девчонкам, которые мужей теряли, братьев и отцов в том 41-м, страшном и далеком. Вы скажете, война мужское дело, но нет. Война объединяет всех. Пожить-то она толком не успела, а воевать пошла. Лить кровь за тех, кто слишком мал или кто слишком стар уже. За тех, кто постоять не может за себя. За папу, брата или соседского мальчишку. Да, она воюет, не щадя, не плача, за будущих детей своей страны. Надеется и верит, что удача покажется ей с лучшей стороны. Она мечтала о счастливой жизни, о детях и большой своей семье. Но долг пришлось отдать своей отчизне в кровавой бойне, попросту войне. И в этой бойне, когда жизнь ничто,
Ей приходится губить людей. Фашист не человек, ну тогда кто? Животное, готовое зло творить. Оно не плачет, не жалеет. Да. Решили мы будем умирать. Но не пойдем к агрессору с поклоном. Да, у войны не женское лицо. А вы скажите это тем девчонкам, которые мужей теряли, братьев и отцов. В том 41-м, страшном и далеком. Спасибо. Прокопьева Дарья, 15 номер. Готовится номер 16, Иванов Даниил. Иван Бунин. Вечер. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем. О счастье только знающим дано. Окно открыто. Напискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на дне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Спасибо. Значит, Иванов Даниил, 16 номер. Готовится Ивановой Анне. Роберт Рождественский. Историческое отступление книги. Мужичонка и ходей, рожа варежка. Дня 20 апреля, года давнего, закричал вовсю в Кремле на Ивановском. Дескать, дело не могу, государева. Кто таков? Во что вопит? Во что верует? Отчего в глаза стрельцам глядит без угрозы? Вот. Однако кто его видит? А за крик держи ответ по полной строгости. Увела мужичка того, выглядящего страшно. На расспрос я видел бы странный дядь, что клянется смастерить 2 великих крыла, и на он аки птица будет в небе летать. Подивился. Стол дубовый, и стена на 3 крюка. По стене плывут шатались, тени страшные. Сам боярин Григоров у смутьяна мужика, бородой друзья грозно спрашивали, кто таков? Что творишь, холоп? Нихуя не творил. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. А ты птица говоришь? А ты птица говорит. Ну, как не взлетишь? Непременно взлечу. Дыбы гнули мужика, а он упорствовал. Обязательно взлечу! Обязательно! Вдруг за правду полетит в мозге кровой. Вдруг понравится царю потеха знатная. И задумались боярин и промолвили. Ладно, что тебе, холоп, краднуть тебе надобно? Дали все, что просил для крылатых дел. Ваточка, хвосты, драгоценные судьи, крутив его на неделю еды, и подьячего, чтоб смотрел, глядел. Необычный мужичок мастерил. Острым ножиком он холсты кромсал, из певучих жабр хитрый клей варил. Прутья его в 3 ряда вязал, от рассветной зари до темных небес
Он трудился и не печалился. Он старался, черт! Он смеялся без! Получается! Ой, получается! Слух прошелся по Москве. Лихие дела! Мужичонка-то! Да чтоб ты с места не стратил! Завтра будет, слышишь? 2 великих крыла на Ивановском, а птица будет в небе летать. Мальчонка, Ходей, уже варежка, появившись из Заборска соборчика, из ворот. Дня 30 апреля на Ивановской вышел, вынес 2 крыла перепончатые. Были крылья у главы и мощные. Распахнулись, всех зажмуриться заставили. Были крылья тонкие очень, то ли мощные, были словно ледяные, да не дали. Отбивали эти крылья, сияющие то ли пожарами, то ли крошкой. Сам боярин Трикуров со товарищами поглядеть на это чудо пожалуй. Крыльев таких земля не видела. И одел их мужичок слегка важничал. Вся Ивановская площадь шею вытянула. Приготовилась ахнуть вся Ивановская. Вот, он сделал первый шаг. Вот он крылья взмахнул. Вот он чаще замахал. Опустил птицу. Вот он на цыпочки встал. И взлетался. Вот он щеки надул. Он и плакал, и молился, и 2 раза отдыхал. Глаза закатив, подпрыгивал по заячьи. Он поохивал, посвистывал, он крыльями махал, ногами семенил, как в присядочке. Крылья бились по земле. Крест болтался на груди. Обдавала пыль приморного боярина. Мужику уже кричали: «Ну чего же ты? Взлетай! Обещался так, взлетай, окаянина!» А когда он завопил: «Ну где ж ты, Господи?» И купца задел крылом пробегающий, вся Ивановская площадь взвыла в хохоте, так, что брызнули с крылов стаи гарчи. А мужик упал на землю, как подрезанный, и не слышал ни хохота, ни карка. Сам боярин Трикуров не побрезговал. Подошли к мужичку и вличились как. И сказали так боярин: «Будя!» Досыта посмеялись. «А теперь давайте похмуримся! Батагами его!» Да чтоб не засылать, чтоб денечка 2 пожил, да помучился. Ой, взлетели батаги посреди весны. Вился каждый батажок в небе пташкой. Да так, да поперек спины, да все затяжкою, чтоб думал, знал, что впрок для всех, чтоб вокруг него стало красненько и с размаху. Чтоб до сердца. И еще раз. И полразика. Землю смотришь, холоп. Полетать хотел! А теперь хочу. Аки птица говорил. А что теперь? Непременно взлечу. Мужичок, как ходил. Рожваришка. Обечал собак, пугая стон. В ночь промозглую лежал на Ивановской, будто черный крест, руки стороны. Посредине государства, затаенного во мгле, посреди берез и заросли смородины, на заплаканной, залатанной, загадочной земле хлебоборов, храбрецов юродивых, человек лежал ничком в крови собственной. Он лежал один, и не было ни звезд, ни облаков. Он лежал, широко глаза открывши, и спина его горела,
царских ботанов прорастали крылья мне. Крылья. Спасибо. Спасибо. 17 номер приглашается Иванова Анна, Матросова Татьяна готовится. Да, конечно. Куда нужно? Запишите. Юлия Николаевна, Борща Щеголи, Каланин, Сибирь. Я купиче, перемышлах, варжираим романзан, госпитали, кашмир левший заточен. Юлашки жирула, тей, куштаху газели бурзабур, шапулаша тарчиш, чизащевнич. Полез чиз. Мне хиберди закэтры марана. Кашника шафилдаш пабарли, терлиме станции не жбатуна. Чаруни гыщи, душку неба. Халиди быраха да чимакага плана. Щавбун я лампу жунчи. Она занзанах черем потребек пожерзей вода. Камушу план, щаван береги лем легун. Чидай ми ебных завели сын. Эбир, чугунчул херенчи, она шинчи ираш враг. Эшьени хужурах, мищебуи садакса не обращались мержи. Щаббуй, хуп хура детям колорса, канажала гаяган пояс чешутся хабарный брунчи. Прагуш памыша, пигенце хража вранчищ. Сазажа, щипгар защитник пояс шаричи, темле палана саза войсарым, где не бегтуинчи. Сустав не лебухатпер, я горбичейкин, в вагоне, да воткал пэтик через день, щургели кидаранах тулала дурдан нахай. Арами бегал мне гордоскер, подем по Иранга шкарать пулас. Анчах, самахи самьяб единещен. Анфис, Анфис, прогуш, сыба була, Анфис, а часа не асту. Лаях пахсал сра, эбекаем, килея мариш, ты дорог щирова, он да подем бег калана. Чурин-чурин, книбичка десущим, щабращим югом не лексы, юбсар я ли не лезничим. Прогуш минь бурвый ранчу бать не леет ничем. Пояс в поданах чуба бышлали, хой, ой же волослак шкарать. Атте, и дедени, атте, час рах щадрон загиб, кадет персона, чунданах кадет пер, атте, щапла. И гибишит телефон юбихуши чупсаму, кашкарай миди, чубай миди плечи. Ушни идеалы бересы, куклензе ларча. Уйс шинджалар забраганзе, кундамын был ныне ланза, харсы кашкара ушларыш. Кыдер ашуна, был киледех, хыты кыдер. Вешемсе, тагырда даган кустырмазым соседеге, ашын размахнет в Аша девылинсы магазине, она наималеньша. Анфизапа, щурна небо рассачив маленьче. Анчах, пили гул дудым дузанах, щеребет жризач. Хой мана кушран делезе, щермельца гильзабарга чесрах, теребулин. И бирзеги не жри анфизапа калажа не был. Кубагар за шурны пичедырах кущури тогда цаюгай. Херару земну. Кондырабач бегине лавжнеется хочешь. Щурмач плачется, прогушла жена чермакуши. Амши, линджерех кайны бушне, а заханула шеклезе. Анне, дедя! Тезы вищет воду ученье чинчен. Анфизапа, ёжик додумали. Петр, бажу, бильне ведь Бог, бильне! Ай-ай, Анне, мен гурмала индибири, калаха бачу, мен лечит нас, мен лебра нас. Шкарзаю лезеяча, щаплан физапаш, щурма чудах, эмерлеях пущнем. Вон вижу, хигел даже пучешне, чекмачу пызык нужайка. Был пилик талахача патр завич. Прогуш вызык,
Чупама живет, хуй добра жалуется, кому обущенчи, кому череменчил коза. Мимо леса махпа, войпа, да уяра мишмана зеренген. Часак щелы дыры валишься бач, пахчащие мишден берег, щеру мила их щеденитька, щавыба, чебере хелькашка. Терети, кулашки пущу на земле, киперки вешай за дмитрия. Эй-яй-яй, уренгеге, ворчи языки джишак биреншин. Пинге дохар шерхер хтватта мышчула керзен, килье шекер бежерсы пачах петре. Колхоз калахатекер поработырге валишься бараймаре, нэн бухынны фронтага саточа. Ой, хиречесен бышланзан шишкол, колхоз пекарын жишшагыр бежерне бышларыш. Он тут лошарши пущаща бандерса короче. И бир прогушпающий заильнича гора, и кибищи черца дуданца, кигизем балих паратами. Щал пэджика дадыга, щару ми дураны век во глаза, кигизем ниши деревьями. Прегинче прогушмана. Ах, вайчу, пуща брональмана, кощень мен лечи дамши, хыреме бур. Сармень, устромобей кирлей, и беграны бег. Щиха шигарна, выжиран волдера. Ракуш, мальчине черный. Тарбаню рыхне дадыга, хебенчен глаза, шубушный чалдыгалары. Пеледин бичхаес, щатка зага меже чунга детьман нелье. Каштахте предкеле заильни бег мынчух леча хлеба. Мынчух, келье шигр пешресы пачах пуман. Алрак пре пішла манша брайша гора, тица браси, мене писик емут пуна. Пренчи прабуш потнега. Вол ема кния дала сагара. Я же у себе. Пичи, манен видишь овощи скели. А дяо голос пеканине. Такая загель защищение шла загели. Чеса ери. Эбби, киргени мечедай мазыр, а дябр легаят тера. Прабушмана, он да щекрине бурза пуше, хереть ведь волте. Щу, и мистер, пусть зандает маст. Полагата баганцем болеет. Он да шлеген на что еще побила, ехал он да запачи бандела. И бил шиги запиевшего зага и маста. Эсекли заерить храча. Пекарня перенгеня я крамарча. Он дальше я вышла за нах, лесу ктарн рахна за глаза, щедру шершине шишла мушла. Кандык мне брза щипшин жити, человечен щекр сам щене кусаточа. Эчи дорог кущился, уза мощи. Часа хаджа щедр шерши пещи брзакай. Теленеги пажу. Мэнгери черных щедерить ширине. Кильденю и расранши клинеть, течи манаю даже. Эй-яй, курень гухит мужа загады. Щабу хатрах вызаняшинчен, щеругу мари. Мищу щу гуши, щеры жеребе черед тенце, станции чук маришпу. Аши гильзен, телейле бурнус пышла на сажанчиш. Анчах, азабешиш пуджижал. Прабушка же не замуча пушил гудаться гуман. Волтала хераром за ней ерде смардисе, каже не за ней привек була вредна. Щабан балишься, урабрас отдохту милищем от мне глаза, саза сергеличиш. Мен едю срещу теленеди, хырыме выше, хуй бызы крутала хаджасы. Юл даже маным раджас часах, халья заба, оттегеличен шишки зесчи. Кайран и бир деделейлих курына пырха. Тезе чуне ебадач. Шу, кецелей мережеши. Твахсы. Матросова Татьяна, 18 номер. 19 номер Иванова Василиса. Подаление. Ну, где проверь? Я бешили мратвир дам шкуда, щичинска срадения дел. Халия веселее, петельку за
Такая ширина Таня поема кискеки смолизиня была за бараша. Лиза Бахсанча. Мускав ураменче лака. Отсемер, хыжевор мускавшке. Ураменчу мне таган шакай. Салтак шинсем тапса бузаще. Грузин удать эрмень враспала вырат тударя. Чаваша таджик бабрле. Товарища жил, верхещ тударе. А мы шли калари хере, вот они ребели. И варжага да теле, манш танчик был. А мы же черпохря, если чакри вой, херхетсе пущулин месяц тузень меря вой. Пусть тулы да раньше верхер, уна на венче, там рарагер ведь езем сырью таган денче. Эх, а не черей щуначки волшебла яла, щувенчи уже щуначи пушине туйсан. Тевине растегели волос рашена, унчи пенди текленне волкалат сама. Ан ерзем детьво, ан мага, ан кулянанне, а стовадендер ман-мандер погаланыне. Полха yolla дюречонла теттине смана, вога читре вытащила хыл предаврана. Вога читре дерес лидер самана бере, камен хаюлась киретель хыжадынеде. Хай мускавшин херенеще, ташманзем бере. Мускав херенеще, комсомолка Епатр бузагиля каялагиле. Епатр бузавиля, сыва был пиле. Терпели пёчек пиле, юлаще онки не лизе. Хоть карандаши пилемле, от кирня булечка вызем. Кыща урахарак ехрак, пырса шакаре гергуне. Но я придещидей, мускав ушма докачила шкумне. Шкула чесем уира ялда, эшлере шуга женщине. Тырбул, баранга, зоя да пырбоку сран еринеже. Кезесіне кунда-кунда, вот чё приходишь обелей? Каяшын бочи карфунда, анча ханзат тамарикей. Тень госпитаре гайыр, ан, кезесіне еще кашызем. Анчах шавгам закара кузайна, херхене щедем. Паргомандир балатада, бурца галашрова гайран. И все мэр, тере отряда, пулашын эми партизан. Харамари, тети мэрилей. Шавлебеш командир она. Шерле, варман из ирпечей. Щук тере зоя, он лана. Он комар пышесем таза. Он шогашен барле пала. Лишь командир. Ташман Тицанцин. Ташман Тицанцин. Артур. Что-то да дикар, автомат паунда-гунда. Чинчей шабах таким каба, бурна скелет тагамда. Как штабар изображен, шапшеры штугине. Пюртегер трещ, тень гуращего мелечникине. Хавармошва тагернегле, щамбрахер тарабара. Эппинчага, эппинлетра, питтерезер маскарад. Что призем, лох-лох пулаще, сам так сем сидел жене, хедрывал верне хураще, точнее филенчик. Нет. Ну, мэскер каласабаран, а Жанна аркель офицер. И сейчас терце шундардан филин единения. Эльбе, те чиберхерхиреш. Ташманзем перлебери, терензек шпахсаиджеш. Улдара дантик штапри. Пар межемещин волезе. Партизан утрадинче, үттізем ұштай шлеші, теп еге штабызен. Халамастық тералопка. Кассада трешам бірхе. Халаттар бар, нечет, нашел нежирді офицер. Кин хушзене тухмашка, хуш любол кухненала.
Уж могу, могу. Артур. Виктор Драгоцкий, кот в сапогах. Мальчики и девочки, сказала Раиса Ивановна, вы хорошо закончили эту чеклю. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия. Так что готовьтесь. И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла. Когда мы шли домой, Мишка сказал, я на карнавале буду гном. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. Ты кем нарядишься? Там видно будет. И я забыл про это дело, потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на 10 дней. И чтоб я тут вел себя хорошо, не следил за папой. И она на другой день уехала. А я с папой совсем замучился. То одно, то другое. И на улице шел снег. И все время я думал, когда же мама вернется? Я зачеркивал клеточки на своем календаре. И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит, идешь ты или нет? Я говорю, куда? Как куда? В школу. Сегодня же утренник, и все будут в костюмах. Ты что, не видишь, что я уже гномик? И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я говорю, у меня нет костюма, у нас мама уехала. Давай сами чего-нибудь придумаем. А ну-ка, что у вас в доме есть починей? Я говорю, ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки. Я потом бахилы – это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. Ни почем, ноги не промочишь. Мишка говорит, а ну надевай, посмотрим, что получится. Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. И попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит, а шапку какую? Я говорю, может быть, мамину соломенную, что остался? Неси ее скорее. Достал я шляпу, надел, а казалось немножко великовато, съезжает до носа. Но все-таки наденьте ты. Мишке очень понравилось. Вот я не понимаю, что за костюм? Я говорю, может быть, он значит мухомор? Мишка засмеялся. Что ты, у мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак. Я замахал на Мишку, сказал тоже старый рыбак. А борода где? Тут Мишка задумался. А я вышел в коридор. Там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, сплеснула руками и говорит, настоящий кот в сапогах. Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах. Только жалко хвоста нет. Я говорю, Вера Сергеевна, у вас есть хвост? Разве очень похож на черта? Да нет, не очень, говорю я. Вот вы сказали, что мой костюм значит кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост. Вера Сергеевна, помогите, а? Тут Вера Сергеевна сказала, одну минуточку, и вынес на мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами. Я сказала ей большое спасибо и понес хвост Мишке. Мишка, как увидел его, говорит, давай иголку с ниткой я тебе пришью. И он стал пришивать сзади хвост. Он шил довольно ловко. Но потом вдруг как уколет. Я закричал, потише ты, храбрый парняшка. Ты что, не чувствуешь, что шиш прямо по-живому? Ведь колешь же. И ты немножко не рассчитал. И опять как отнес. Мишка, рассчитывай получше, а ты тебя треснул. Да я впервые в жизни смешу. И опять как отнес. Я прямо заорал. Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полной говорить? Не смогу сидеть.
Но тут Мишка сказал: «Ура, готово, ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой». Тогда я взял тушь, кисточкой нарисовал себе усы, по 3 уса с каждой стороны, длинные-длинные, до ушей. И мы пошли в школу. Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек 50, еще много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка. Мы все очень веселились и танцевали, и я тоже танцевала. Но все время спотыкался из-за больших сапог. И шапка тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом: «Просим кота в сапогах выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм». И я пошел на сцену. И когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись. А Люся пожала мне руку и дала 2 книжки: «Дядя Стёп» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл дурь, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал. И опять все громко засмеялись. А дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю и зачеркнул сегодняшнюю клеточку, а потом зачеркнул уж завтрашнюю, посмотрел, а до маминого приезда осталось 3 дня.